Министерство иностранных дел проводит довольно активную внешнюю политику нашей страны за рубежом. Работаем и в тех странах, которые признали государственный суверенитет Республики Абхазия, а также работаем над тем, чтобы расширить этот список стран, с которыми у нас могут быть установлены дипломатические отношения, начаться внешние сношения и так далее. Разумеется, эта работа имеет определенную специфику. Эта работа не всегда явная, не всегда мы о ней рассказываем, особенно на этапе подготовки каких-то контактов, каких-то визитов различных, но результатами такой работы становятся более активные, более предметные отношения с той или иной страной. Я, естественно, сейчас тоже не буду называть те страны, по которым мы ведем работу, вот, но это и Латинская Америка, и Африканский континент, и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия, поэтому достаточно обширные планы и устремления нашего внешнеполитического ведомства. Конечно, в этой работе имеет большое значение компетенции сотрудников, компетенции руководителей подразделений Министерства иностранных дел. Здесь находятся 3 руководителя департаментов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел. Поэтому я думаю, что тоже вам будет интересно узнать о той специфике работы, которую они исповедуют вот в своих планах, в своих действиях. Ну, я думаю, что по ситуации, которая складывается вокруг нашей страны, мы будем предметно говорить уже в режиме вопросов и ответов. Вкратце скажу так. Мы активны и в хорошем значении этого термина агрессивны информационно и в контактах с нашими партнерами по переговорным процессам и так далее. Но, конечно, ситуация в динамике, она характеризуется сложностью, высокой сложностью и очень низкой степенью возможного прогнозирования. Вот, ситуация на Южном Кавказе, в Восточном Причерноморье развивается достаточно так, интересно и характеризуется такой очень быстрой сменой существующих реалий. Поэтому нам, конечно, это все нужно учитывать, и мы руководствуемся так сказать, своими задачами и нашими ориентирами во внешней политике, в том числе и в формате женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Женевский формат, как вам, наверное, уже известно, это единственный формат, в котором мы имеем возможность обсуждать вот в подобном составе вопросы, которые касаются нашей страны, наших действий по отношению к соседней стране, с которой, к сожалению, у нас не подписано соглашение о невозобновлении применения военной силы. Вот недавно состоялся очередной раунд, 65-й раунд женевских дискуссий. Если есть интерес, я, конечно, расскажу поподробнее об этом. Следующий, 66-й раунд, состоится в марте 2026 года. Мы к нему уже готовимся и отслеживаем и мониторим ситуацию на сопредельной территории и получаем, естественно, информацию о позициях сопредседателей и тех структур, которые они представляют. Как известно, это ООН, ОБСЕ, Европейский Союз и есть еще делегации США и Российской Федерации. Вот. Ну и 3, собственно, заинтересованные страны, в том числе наши. Поэтому об этом тоже можем поговорить, если это интересно. Ну и ваши вопросы, любые,
вопросы приветствуются, мы будем отвечать на них откровенно. Спасибо.